Суриковский институт. Знаменитый Суриковский институт. Знаменитый Суриковский институт, где учился Афанасий Николаевич Осипов, наш единственный академик, Академия художеств, да. Поэтому замечательно. Добрый день, дорогие друзья. Я представляюсь, меня зовут Павел Василий Климович, я являюсь ректором Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Наша организация больше 20 лет занимается одаренными детьми, талантливыми, и мы уже с 2017 года являемся региональным центром по работе с детьми, по одаренными в формате и по модели образовательного центра «Сириус», который находится в Сочи, и в одной из наших основных направлений, одним из основных направлений является искусство. Да? И поэтому у нас сегодня, как всегда, мы встречаемся с интересными людьми из мира науки, культуры, да, и должно быть еще и спорта. Ну и у нас интересный сегодня будет собеседник. Впервые у нас, как говорится, наше художественное дарование из Якутии, которое живет в Москве, Семен Луканси. И очень приветствую вас. Приветствую вас. Здравствуйте, да. И спасибо. Семен, он обладает удивительным даром очень изысканно и хорошо рисовать, видеть мир своими глазами и красками, своими ассоциациями, отображать его и показывать его всему миру. Да? То, что является наша природа, особенно культура и прочее, это все для него очень интересное полотно, которое он раскрывает и философию нашей жизни показывает людям. И Якутии иначе уже узнают по его картинам сейчас, и это замечательно. Но про художников можно сказать, что это люди, которые обладают исключительно другим видением мира, другими красками это все видят, и у них есть особая философия, особое дарование, которое исходит от их природных данных. Да? То есть, получается, это люди с особым дарованием, и когда много людей работает, то они развивают свои таланты, становятся известными художниками и живут в хороших местах, как столица нашей страны, Златоглавая и первопрестольная Москва. Скажите, пожалуйста, Семен, где было начало вашего замечательного пути, где это все происходило, какие ассоциации у вас появились первые, да, о красоте, о прекрасном, где это все, это чудо происходило? Скажите, пожалуйста, в какой школе вы учились? Спасибо большое за вопрос, очень хороший вопрос, на самом деле, и довольно часто задаваемый. Я, закончил Амгино-Нахаринское общеобразовательную школу, это в село Аннёс. Там я закончил школу, и там родился, и вообще я планировал стать врачом. Хотел стать очень медиком. Все свое детство я мечтал стать врачом. И после 9 класса, и в 9 классе даже сдавал какие-то экзамены по биологии, химии на хорошие оценки, на 4 и на 5. А дальше как-то все изменилось, очень круто изменилось. После 9 класса осенью, до 9 класса осенью, получается, после 9 класса мы, получается, осенью поехали в верховье реки Амга своими родственниками за черной смородиной. Это было где-то в середине августа, и мы доехали до 96 километров вверх верховья Амги. Там наскальные рисунки у нас есть, очень известные, знаменитые писаницы. И когда я увидел эти писаницы, я, конечно, был заворожен, и меня это как-то очень сильно впечатлило, потому что там этим писаницам было больше 5-6 тысяч лет до нашей эры. И я думал, как это сохранилось, во-первых, и до этого люди здесь стояли, изобразили эти наскальные рисунки, и как это все сохранилось, и какое-то послание, да, нам. И после этого у меня что-то произошло. Я приехал, уже поступил в 10 класс. Я начал рисовать, я начал копировать какие-то картинки из книжек, какие-то репродукции художников. Я очень много начал интересоваться изобразительным искусством. И в тот момент
как раз в 10 году, открылся кружок рисования, где я сразу же как бы пошел в этот кружок, и там моя, получается, первая учительница по рисованию, по первым каким-то азам изобразительного искусства, это Айталина Ивановна Алексеева. Я ей очень благодарен, я всегда вот повторяю, говорю, что вот вы меня сделали художником, потому что она привила любовь к искусству, она рассказала мне, что есть и масляные краски, что есть вообще есть такая профессия художники, и я начал очень активно увлекаться, интересоваться художественной средой. И уже, когда закончил 11 класс, я уже как бы и понял, что нужно дальше поступить. И по книжкам случайно тоже узнал, что все художники наши художники якутские закончили Якутское художественное училище. И выбор, конечно, был очевиден. И случайно в газете я узнал, что Якутское художественное училище набирает вот абитуриентов. И буквально там осталось какое-то маленькое время. Я сразу поехал в город. И в городе я, наверное, был в первый раз. Ну, нет, не в первый раз, конечно, но город я практически не знал. И вот приехал в город, поступил в Якутское художественное училище. Собственно, вот как-то так началось. И потом в училище, кстати, первая выставка моя была на 2 курсе. И директор Якутского художественного училища Кирилл Петрович Кирилл Петрович, он предложил организовать выставку в Министерстве культуры. Это на 2 курсе. И я вот показал летнюю практику свою, которую сделал вот в течение лета в Амге. Там было более 60 работ. И так произошло, что вот я дальше начал уже активно выставляться. Во время учебы в училище я открыл 6 персональных выставок в Якутске. И в ВУСах тоже, и в АМГе я открыл персональную выставку. Ну и потом дальше поступил уже в Московский государственный Суриковский институт. Как-то вот так, коротко. Да. А скажите, пожалуйста, вот вы сразу ощутили у себя вот такой художественный дар? Вот вы были там, да, увидели писаницы вот эти, да, и потом у вас какое-то пришло озарение, это произошло то ли ночью, то ли как, да, и вдруг утром вы проснулись и сказали, оказывается, у меня дар, как-то так. Да? Нет, такого, конечно, не было. Не было такого даже понятия, что вот дар, просто была тяга, очень сильная тяга всему всем этим картинкам. У нас очень была большая библиотека в то время, и очень много было книжек литературных, и я все время листал, даже не читал, а листал эти книги. Я всматривался эти книги, иллюстрации, картинки. И когда я топил печку, и меня все время там ругали родители, что я брал уголь из печки и рисовал что-то вот на побелке, на печке, и меня все время ругали, что вот что ты мараешь печку. И как-то так. Даже у меня красок не было в то время. В детстве я особо не рисовал. Я говорю, что в детстве вообще особо не рисовал. Более того, у меня в аттестате стоит по рисованию 4 оценка. И вот так вот получилось странным образом, что появилась тяга эта. То есть это неистребимая тяга рисовать, вот делать, как говорят, каракули или что-то, да, какие-то рисунки, да, вот по-английски дудлинг называется, да? И вот вы таким образом вдруг неожиданно, ну даже неожиданно, может быть, да, а как-то вот уже своими руками, действиями физическими ощутили то, что ваше все существо тянется к отображению действительности своими силами посредством разных там имеющихся под рукой, значит, инструментов, в данном случае там уголек или что-то, да? Совершенно верно, да, совершенно верно. И более того, я начал делать наброски, ну, все, что я видел вокруг себя, да, там осенью я выходил, там рисовал какие-то деревья, птичек рисовал, там нашел какую-то птичку мертвую, я начал рисовать эту птичку мертвую на бумаге.
И вот да, и изучение натуры, то есть это сначала было как копирование, потом больше это изучение натуры, окружающего мира, и наблюдение за окружающим миром, и изображение, ну вот, изображение вот формы окружающего мира, можно сказать. Так. А как вы думаете, то, что у вас в Амге такая красивая природа и прочее, это сыграло роль, как вы думаете? Думаю, да, потому что вот как раз эта поездка впервые вот по, по Амге, там я увидел, я же до этого не выезжал никуда особо, да, и не видел все эти красоты амгинские, и там увидел потрясающие просторы, горы, необыкновенные какие-то камни необыкновенные разных форм. И мне это все, это тоже все, я думаю, очень для меня так впечатлило. И я когда до сих пор сейчас приезжаю в Амгу, и обязательно там на несколько дней где-нибудь ставлю палатку и там пишу, отдыхаю, смотрю, созерцаю. Это поэтому очень большой стимул, конечно. И художник... Ага. И получается, у вас такой и художник у вас возник, потому что вы как раз ощутили внутри себя триумф со встречи с прекрасным, да, с тем, что вас окружает вас. Это природа, которая настолько удивительно, красива, и вы оказались абсолютно восторженным таким обозревателем, который хочет сразу все это попытаться каким-то образом сохранить себе, да, дать это, передать другим и прочее. У вас какие-то куча и масса разных эмоций, да, сразу возникла, и это же замечательно. Да. И могло же быть такое, да, что вы не поехали, да, в эту поездку, и тогда бы и художник не состоялся. Могло ли быть такое? Я думаю, рано или поздно, скорее всего, я бы стал художником. Потому что я думаю, все равно стал бы, потому что если бы туда не поехал, все равно открылся бы этот кружок, я бы поступил в этот кружок, начал бы ходить, и, скорее всего... Потому что я до этого, знаете, я чем занимался еще в школе? Я лепил глиняные горшки, глиняную посуду. Я очень любил украшать эти глиняные горшки, расписывать, да, и придавать им разные формы. В виде там чаронов и так далее. И я думаю, эта тяга уже была до этого. А скажите поподробнее о своей школе. Что это за школа, которая помогла вам, да, создав кружок? Школа у нас очень старая была, когда я учился, старое здание, и вообще очень старинное, больше 100 лет, сколько, я точно сейчас не могу сказать, сколько лет, но в то время, когда мы учились, уже было 95 лет, по-моему, в школе. И совершенно небольшая школа. Там у нас есть музей имени Петра Ивановича Яковлева, и как раз вот при музее открылся этот кружок. Сейчас, кстати, построили большую прекрасную школу, двухэтажную, каменную. И, конечно, это здорово. Но раньше мы учились в маленькой деревянной школе, которая, когда довольно было холодно, там эти деревянные полы, туалет на улице, да, то есть все это. Типичная деревенская школа. Вот. Но я очень с большим теплом вспоминаю свои школьные года, и вообще вот и училище с теплом вспоминаю всегда, вот благодарю своих учителей, и это все, конечно, накладывает. И вот скажите, пожалуйста, раньше, когда вот я тоже сам из деревни, да, и я помню очень хорошо, но это были еще более какие-то древние времена, да, сейчас. И помню, что вот всегда у деревенских детей есть вот такой обычай собираться вместе, да, когда вот темно и прочее, и рассказывать друг другу страшные истории, да, кстати, и от этого приходить в очень глубокий такой восторг, да, от этих рассказов и прочее. У вас тоже это было, да? Было, конечно. Мы устраивали какие-то вечеринки, мы устраивали посиделки после, обычно зимой домой не уходили и оставались в школе и допоздна
там гадали. Мгм. И так как школа старая, и это было как-то все очень атмосферно. Я вот так сейчас вспоминаю с большой теплотой. И действительно прям здорово. И там еще у нас школа на горе находилась, и мы катались на санках. Вот. И как бы собирались, очень дружный класс был у меня, поэтому до сих пор как бы общаемся. И вот обычно люди, ну и ученые люди, и Мгм. разные там ведущие специалисты, психологи говорят о том, что все то, что есть вот такого у человека, оно исходит из ассоциаций, которые человек в себе сумел аккумулировать в течение своего периода роста, да, то есть в детстве, во время школьного обучения, возможно, университетского. Ассоциации — это имеется в виду знакомство с разными там, разной информацией, визуальной и прочей. И они оставляют очень глубокий свет. И насколько у вас много вот этих ассоциаций, тем у вас могут быть очень такие яркие образы появляться, да, неожиданно. Потому что Мгм. мозг наш человеческий, он работает как такая суперматрица, в которой в разных там частях находятся интересные такие детали, и человек их перемешивает, их начинает там по-разному тасовать, и вдруг Мгм. появляются какие-то удивительные картинки. Это означает, что человеку очень важно иметь много информации, визуальной и прочее. Вы сказали, что у вас дома была большая библиотека, где было Мгм. много книг с красивыми рисунками и прочее. Это, очевидно, тоже один из таких факторов, которые вам тоже помогли собрать свою коллекцию таких образов, да, ассоциаций и прочее. И скажите побольше о своих родителях. Почему у них была такая большая библиотека? Но мама у меня учительница, она и до Мгм. сих пор как бы преподает, занимается. Она долгое время, 23 года была завучем, в течение 23 лет, и учила там математику и алгебру. И Мгм. поэтому, соответственно, очень много было книг и по физике, по математике, и по химии, очень много было литературы. И, ну, у меня вообще читающая семья, бабушка очень много читала, очень много еще в то время мы выписывали какие-то журналы, а, там Хотугус-Улус, да, помните, вот Да-да-да, были, очень хорошая. да, очень хорошие, и я даже вот эти читал, эти журналы, хотя я вообще абсолютно ничего не понимал, Мгм. и отец у меня разнорабочим был, вот, и как-то, ну вот, еще вот хочу вспомнить свою бабушку по материнской линии, она мне привила любовь к чтению. Мгм. Потому что она очень рано, ну, потеряла зрение, очень плохо она видела, и каждый раз она меня заставляла читать якутскую литературу, Мгм. разные якутские произведения наших классиков. И вот я сидел, читал ей вот эти все произведения. И благодаря ей, на самом деле, вот я очень рано начал, много читал. Я очень много читал газеты ей, потому что она всегда заставляла, говорить, надо читать. Ну вот прочти мне, что, какие новости там есть в газете, что написали. Я это все громко, четко читал, она мне исправляла, она говорит, повторно, давай прочти, неправильно здесь ты прочел. Поэтому я ей очень безумно благодарен, вот, бабушке Варваре. К сожалению, она уже, ну, ее уже нету рядом. Вот, поэтому я ей тоже очень благодарен. Ну вот как так получилось, что у нас библиотека была прям, ну, как большая, Мгм. и мне книжки всегда дарили в детстве. Мгм. А Сестра. во сколько, да, извините, во сколько вы стали читать? Ну, нет, я не рано начал читать, но я начал рано читать такую серьезную якутскую классическую Мгм. литературу. Мгм. Но я как в школе начал читать, а потом вот я помню, что с третьего, прям пятого, шестого класса я бабушке много все читал, вот, начиная с газеты, вот, заканчивая какими-то рассказами. Мгм. То есть вы Вот. обогатили себя вот этой очень красивым якутским языком, да, который М, всегда есть вот в таком, в очень богатой нашей якутской литературе, которая м, богата всегда образами, да, Да, удивительными да.
Да, вот если вы прочитаете что-то по-якутски, вам покажется удивительным просто, что Да, да, люди могут так писать. Настолько красиво, настолько это бывает очень очаровательным таким событием, когда вы читаете по-якутски, потому что обычно якутский язык, он просто блестит разными очень интересными такими ассоциациями, опять же, да, очень интересными оборотами, невероятно богатый язык. да, Хотя вот мы очень как бы далекая такая, далекой провинции живем, и вроде бы не так много рядом такого изумительного или, скажем, сверх того, что мы обычно видим, да, но богатство языка, богатство нашей литературы якутской, оно абсолютно потрясающее. И это, естественно, исходит из того, что у нас вот сохранились древние наши эпосы, Олонхо и прочее, которые являются памятниками всемирной культуры, где люди мира изумляются просто, насколько она богата, насколько она удивительно красивая и созвучная и прочее. Язык такой очень певучий, очень красивый. Поэтому человек, который начинает читать по-якутски, естественно, у него уже возникает такая музыкальность да. его натуры. Да? Вы с этим согласны, да, Да, очевидно? полностью согласен, да, полностью согласен. И вот когда я уже поступил в Москву, все-таки здесь русская среда, естественно, я очень, ну, в основном общаюсь только с родителями, ну, то есть с мамой, с родными, и мало вот общения на якутском языке, естественно. И вот последнее время, там, с прошлого года я начал активно уже изучать, читать якутскую литературу. И потом в этом году во время пандемии я сам начал пробовать писать рассказы, воспоминания с детства. Я уже написал 2 рассказа, но сейчас я работаю над 3-м рассказом, пока еще не закончил. Времени вот как бы мало. И это очень интересно, потому что у нас язык, как вы уже сказали, очень богатый на самом деле и очень образный, очень музыкальный и очень, ну вот, сочный, что ли, вот Точно, да, 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 да. описывать, очень сочно описывает любые, совершенно любые, ну, явления, проявления и Да, природу. да. Э, И даже обыденные вещи такие, которые Да, кажутся да, простыми. да. И они, вот когда читаешь на якутском языке, вот обычные какие-то вещи обретают глубокие смыслы на Да, якутском именно да, языке. Это да. удивительно. Мгм. Но это очень философский язык, действительно. Да, да. Я не знаю, как вот он возник, как все это произошел генезис этого языка, но он удивителен своей силой, да, силой вот духа людей, которые пользовались этим языком, которые, несмотря на то, что жили в страшно тяжелых условиях Мгм, мгм. природных и прочих, могли очень красиво описывать окружающую среду. И, естественно, у нас вот сидит этот потенциал огромный, потенциал ощущения красоты, который вот действительно есть вот у якутских людей, да, часто очень. Хотя вот кажется, наша природа довольно серая, может быть, кажется, да, так и прочее, и никто не ожидает, что могут быть такие ассоциации. Но, допустим, спросите любого якутского человека, сколько у него образов, да, сколько у него Мгм. таких интересных даже вот мечтаний и прочее, желание что-то сделать. Поэтому у нас вот действительно такой потенциал. И это, кстати, многие заметили. Многие путешественники, которые впервые оказывались в Сибири, Восточной Сибири, встречались раньше с якутскими людьми, они всегда говорили об этом, что это действительно уникальный народ, который обладает удивительным даром видеть все красивое. И думать о других людях тоже красивое, да, так сказать. И Мгм. это вот делает уникальными в этом плане людьми, да, которые всегда стали огромным таким фактором в развитии, скажем, в этой части именно России как государства, которое смогла распространиться везде по Дальнему Востоку, Сибири, и в этом тоже Мгм. большую роль сыграли якутские люди в этой огромной большой экспансии, которая произошла. И в этом тоже вот замечательная историческая
как говорится, прошлое нашего народа. И вот скажите, пожалуйста, все великие раньше, как было, да, так сказать, люди, когда учились художеством, да, разными и прочее, раньше в царские времена, во времена там империи отправляли их учиться в Европу, особенно в Италию. Значит, там всякие известные люди, да, Да, да. российские знаменитые художники проводили время в Италии. Вы были в Италии? Да, я был в Италии, я был с выставкой в первый раз во Флоренции, и там во Флоренции мы открыли со своим педагогом выставку, там участвовали в Фонд Дуомо, и там впервые, конечно, оказавшись в Италии, это было такой полный, какое-то полное стопроцентное счастье, когда впервые видишь эти все шедевры, музей Уффици и вообще там атмосфера. Но Флоренция у нас колыбель искусства, и когда ходишь по этим улочкам даже, и это незабываемый восторг. Я там писал картины, несколько этюдов писал, улицы Флоренции, и вот с горы писал еще вид Флоренции. Поездка была потрясающая. Я очень хочу еще раз туда вернуться, еще более, ну, как бы осмысленнее все это посмотреть. И вот я пока мечтаю, тут надо съездить еще раз. Обязательно, потому что я думаю, что вам надо какое-то время провести в Италии, Да, не только во Флоренции, да, там уже очень да, много да, красивых мест, да, 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 согласен. да, начиная Да. там от Венеции, да, по Мгм. всей этой северной Италии, да, Турин, Да, весь этот, и да, горная часть, да, и да. средняя Италия, да, великие вот эти Умбрия и прочие, вот Кьяники, Мгм. все эти удивительные тосканские ландшафты, да, которые Мгм. людям очень нравятся, и посмотреть, ощутить себя и увидеть эти, даже вот съездить там Ассизи, да, так сказать, Мгм. посмотреть эти красоты древние, да, которые люди рисовали, фрески знаменитые в этих церковных, знаменитых церквях, которые там такие невероятные красоты и силы, да, и такие образы, которые люди рисовали. Ну и весь сам Ватикан, да, так сказать, вот Мгм. Ватиканский музей, все это вот, да, исключительно богатое собрание и коллекции, которые есть, да, одни вот чего стоят Борги, да, коллекции, Мгм. Боргезе и Мгм. прочее, да, то Мгм. есть фактически, мне кажется, там человек должен жить очень долго, осознать все это, чтобы себя наполнить всеми этими красотами Италии, да, и действительно стать как великие русские художники, которые там Да, проводили довольно много времени, да, да. потом Но приезжали. раньше их отправляли на были, когда заканчивали академию, Императорскую академию искусств, их отправляли, значит, в Италию. Да, это Они обязательно. жили, да, это было обязательно, лучших, естественно, студентов, выпускников на 3-4 года. И Мгм. они вот пенсионеры называли, ну, то есть Да, да, получали да. пенсию, возможность, да, и они там находились, работали, потом уже показывали, отчитывались здесь, в России. Я в прошлом году встречал Новый год в Париже, и тоже впервые оказался в Париже, впервые оказался в Лувре. Тоже это такие большие впечатления ну, произвел Лувр и вообще в Париж, весь Париж. Пешком прошел практически весь центр Парижа, тоже удивительно. Открыл для себя совершенно новые работы Веласкеса, Веронезе, Мгм. Гальбейна. Наконец-то воочию увидел некоторые работы, ну, которые только по книжкам Ван Гога, импрессионистов, конечно же. Это все очень-очень важно для художника. Художник должен все время смотреть, видеть и наблюдать. И художнику очень важно смотреть на работу классиков, да, других художников, потому что через призму вот этого опыта и взгляда на разное искусство ты видишь уже свои работы другим взглядом. И это очень важно. Это один из самых главных уроков на самом деле для художника. То есть Мгм. учиться у других художников и учиться у природы. Мгм. Вот самое главное.
у других на мой взгляд. художников и у природы, да. И, Да. естественно, кроме вот вся Европа, да, невероятно богата разными коллекциями интересными, да, великими произведениями, которые собраны, да, в этих коллекциях. Один вот Лондон чего стоит, да, там же невероятное собрание, да, в Национальной галерее и там музеях, да, в Британском музее, да, чего вот обязательно надо людям, вот, которые интересуются художественным искусством, необходимо туда съездить и обязательно посмотреть и увидеть. Я как-то вот однажды был на очень хорошей выставке произведений Леонардо да Винчи, да, и просто вот в темной комнате висел такой большой так называемый картон. Это когда люди рисуют что-то, они раньше делали типа наброска, да, и фактически святое семейство, оно было нарисовано огромном таком, прямо вот 4-метровый, что ли, 3,5 Да, метра до да, высотой картон такой. да. И вот в темной комнате немножко вот такой, чуть-чуть свет какой-то дают, да, освещение, и ты сидишь, и если долго сидеть, то ты начинаешь видеть удивительные вещи. Вдруг появляется откуда-то в центре рука, которая указывает перст, который указывает наверх, да, это какое-то невероятное ощущение, что те вот вещи, которые там есть, например, фигуры, да, вот в этой картине, да, она нарисована просто карандашом, видимо, да, картон серый такой, а на нем нарисованы вот эти фигуры, и они вдруг начинают двигаться. Вот такое ощущение, что они постепенно, вот если долго их смотреть, то они начинают немножко как бы оживать, да, это сила вот искусства, и я тогда понял, почему люди так любят Леонардо да Винчи, настолько он производил впечатление, потому что он откуда-то сумел такую технику сделать, что все вот его как раз фигуры, которые нарисовал, да, они как будто двигаются, да, такое есть ощущение, если внимательно посмотреть. И даже вот такое немножко жуткое впечатление было, да, когда я однажды оказался тоже в Лувре и прошелся в комнате. Почему-то я был один, и ну, был такой очень хороший момент, когда мой один знакомый, да, кстати, сумел меня провести, когда там было абсолютно вот никого не было, потому что это был какой-то технический перерыв для музея этот день, но так как он там знал людей, он сумел меня там туда провести, и я сумел вот по этой комнате, залу пройти, где Мона Лиза, да, и оказывается, Мона Лиза смотрит на вас, и когда вы идете, да, кстати, она просто провожает вас взглядом. Это такое очень жуткое, такое, даже немножко страшное впечатление, но оно есть, оно как будто живое. Да, и это Да, меня да. настолько потрясло, и я понял, что это что-то, да, так сказать. И я даже испугался вот этой комнаты, где была эта картина Мона Лизы, портрет Мона Лизы. Но это сила искусства, да, удивительная сила искусства. Скажите, Да. пожалуйста, вот какие из древних художников, да, вас больше всего импонирует вам, да, так сказать, какие современные художники есть, которые вы интересуетесь их произведениями и прочее, вот 20 века. Ну, здесь же делится очень сильно, да, разные направления были и прочее, допустим, 20-е годы, да, так сказать, разные абсолютно, да, что было даже до 1910 года начиная, да, и 20-е годы, 30-е годы, я потом уже все вот наше 20-е столетие, да, так сказать, или картины до этого художников разных. Вот какие вас интересует, например, творчество каких художников? Ну, так я уже до этого ранее говорил, что я очень много смотрю разных художников, и ну, нету таких каких-то фаворитов, да, на самом деле. Из Возрождений, например, эпоху Возрождения я очень люблю. Вот эстетику, насколько это вот фундаментально, образ, как они делают, создают образ человека во всей ее красоте тела, да. И, например, вот с этой точки зрения мне очень нравится Возрождение, вот отношение, подход, изображение человека. Очень нравится Северное Возрождение, чуть позднее. Очень нравится мне ну, из американского искусства, например, Эндрю Уайт. Это ближе к 20 веку, конец 19 века. Мне очень нравится его эстетика тоже. Из русских художников 20 века это Таир Салахов, возможно, ну, суровый стиль,
50-е, 60-е, 70-е. Таир Салахов, могу отметить, Кабаков, ну, наши современники. Очень широкий, то есть диапазон художников и по направлениям, и по времени. Сложно как бы тут кого-то именно так отметить, на самом деле. И, ну, вот я учился у Шишкова в мастерской Юрия Алексеевича. Он продолжал поколение сурового стиля Андронова, Никонова. Кстати, вот сейчас проходит замечательная выставка к 90-летию Никонова в Новой Третьяковке. Вот буквально я недавно ходил. Очень хорошие, такие мощные, сильные по образу работы. Мы с ним тоже тесно довольно-таки общаемся. Вот он вел, ну, помогал, советовал, консультировал, когда я делал дипломный проект. Вот. И сейчас я учусь, кстати, надо отметить, тоже у великих русских художников нашего времени. Это братья Ткачевы, Алексей Петрович Ткачев и Сергей Петрович Ткачев. Они, конечно, тоже одни из ведущих художников 20 и 21 века. И это вот школа, которую мы получаем и в Суриковском институте, и стажеры при Российской академии художеств. И это вот школа традиции, которые передаются из поколения в поколение. И это на самом деле, ну, такая мощная, фундаментальная школа. И я очень благодарен своим вот, учителям, мастерам, которые вот дают нам такую, с ними, дают советы. Это здорово. Поэтому эта связь продолжается. И, ну, тут сложно как бы кого-то именно вот отметить. Вот я понял, да, две вещи. Это важно, чтобы у вас было очень такое богатая как бы память, да, так сказать, того, что вы видите, и смотрите, и ощущаете. И одновременно вы должны все время учиться. Потому что успех Да. всегда, вот сама, как вы говорите, эстетика, да, успеха и прочее, она происходит, потому что вы все время учитесь, все время развиваетесь. Потому что человек, вот он видит свои образы, да, и рисует это. И это все подвергается эволюции, да, оно подвергается всяким изменениям. И это процесс вечный процесс обучения, да, понимания и нахождения новых аспектов, новых там линий, прочей красоты и Да. всего прочего, да. И вот Да. скажите, пожалуйста, что вы больше всего любите рисовать? Как вам легче удается? Картины, портреты, что? Но мне больше нравятся сюжетные композиции делать. Это интересно для меня, это сложно очень, потому что это нужно выстроить всю композицию, и это сложно в плане образного решения, то есть там нужно какую-то смысловую нагрузку нести, показать, и это нужно какую-то форму интересную найти. Это вот сюжетные картины. Когда есть сюжет, когда есть история, когда есть какой-то посыл, вот. Ну, я еще работаю в жанре портрета, очень много. У меня большой проект есть портреты деятелей культуры и искусства России, где уже больше 10 портретов я написал, которые, собственно, и продолжаю этот проект. Я еще делаю натюрморты. Вы, наверное, может, видели, да, серии натюрмортов. В основном это якутские натюрморты. Ну и пейзажи, конечно, тоже. Пейзажи – это для меня как отдых. Я иногда, ну, как бы от сюжетных каких-то композиций я отдыхаю в пейзаже, например, делаю. Это ну, отдыхаешь, штудируешь, можно сказать. Вот, получаешь удовольствие от этого тоже, несомненно. Вот. И вот я как-то однажды, да, был, ну, в таком великом городе Стамбуле. Всем советую, кстати, да, потому что, как говорил однажды Наполеон, это столица мира, да, в общем-то. Да. Если бы, как он сказал, если бы люди, в конце концов,
помудрели и сделали одно государство, то, несомненно, столицей мира бы должен стать Истамбул. Но имеется в виду Константинополь, так он сказал в свое время Наполеон. И в этом городе есть много вот очень красивых таких коллекций, да, художественных и прочее. Это еще султаны турецкие собирали. И в одной из красивых таких коллекций Долма-Бахчи я увидел, значит, картины очень красивые Айвазовского. Константина Айвазовского, да. Он, оказывается, работал у турецкого султана и рисовал там картины о турецком флоте, да. Но у него настолько много картин, и он же маринист, да, он такой человек, который набил себе руку, красиво рисуя разные волны, море со всеми его оттенками и прочее. И у него выходило так, что каждый день он нарисовал по одной картине. Как у вас со скоростью, с эффективностью в этом плане? Все очень по-разному, тоже от зависимости от работы. Бывает очень быстро получается. Это зависит от состояния созревания идеи картины в голове. То есть если идея уже созрела, ты видишь четко картину, то, в принципе, на выходе очень быстро можно сделать, если там есть материалы. Там плюс еще подготовка, время на подготовку, натяжка холста, грунтовка, проклейка, это все какие-то техническая часть работы. А в целом довольно-таки, по-разному. Бывают работы, которые вот очень долго, год, полгода стоят, они не могу закончить, потом переворачиваю, кладу, оставляю на какое-то время, потом опять достаю, делаю. Есть вот эти мучительные работы. Это вот весь процесс нескончаемый. Вот вы до этого говорили тоже, что успех, про успех и про труд, да? Вот самый главный, наверное, ключ вообще не то чтобы к успеху, я не люблю это слово, да, на самом деле, а к плодотворности, да, как художника. Это на самом деле труд. Чем вот больше работаешь, чем больше делаешь, вот чем больше получается у тебя. И тогда у тебя и мозг работает совершенно по-другому, когда все время непрерывно, все время работаешь руками. И это обретает какую-то уже какие-то вещи, ремесло обретает уже автоматический момент. Вот, поэтому это самое главное — работать все время, развивать свое ремесло, навыки. И это очень важно. Вот я каждый день, например, по 10, по 8 часов работаю в день, именно вот пишу картины. Параллельно делаю несколько работ. Что-то делается, долгосрочная программная работа делается очень долго. Например, начинаю, откладываю, потому что она должна высохнуть в какой-то момент, она должна простояться. После высыхания там нужно как-то снимать слои, а потом опять заново возвращаться. К этому времени, когда высыхает одна работа, делаю, начинаю другую работу. И так параллельно веду там 2-3 работы. И вот нескончаемый этот процесс всегда вот... Но это на самом деле, это уже как бы не привыкать. Это так нас учили, и это на самом деле здорово. То есть у вас мозг... Да, у вас мозг работает абсолютно разных там одновременно темах, да, получается? Да, то есть когда ты делаешь одну работу, у тебя уже в голове появляется идея другой картины. И это параллельно ты делаешь какие-то наброски, почеркушки, и когда заканчиваешь эту работу, переходишь уже на другую. То есть и вот это как раз появляется, почему эти идеи, когда ты работаешь. Вот бывает, что у тебя ничего, пусто в голове, тогда нужно уже брать паузу какую-то, отдохнуть, поехать куда-нибудь отдыхать или вообще куда-нибудь, взять какой-то отпуск, либо хотя бы сходить в музей, либо почитать книжку. Вот так устроен творческий процесс.
И вот часто, да, мы вот не знаем, да, реальную кухню всего вот того, что делает художник. Вот вы сказали, да, немножко, что вы готовите холст, натягиваете его, Да, делаете грунтовку и прочее. То есть какая-то тайная часть, которую мы, обычные люди, не знаем, как это все делается и прочее. Потому что я, насколько помню, читал, много, например, итальянские художники эпохи Возрождения очень много экспериментировали с разными там составами, грунтовкой, разными слоями, как это все было. И особенно часто это можно читать в отношении Леонардо да Винчи, как он много да, очень экспериментировал. Фактически он был химиком, да, который все это исследовал, применял очень странные, интересные вещи, потому что первые все вот эти художники, они были учеными людьми, в да. плане того, что и всегда у них был рядом какой-то набор химических вещей, которые они соединяли, смотрели, искали и получали красивые такие оттенки, да, и в этом была их сила. А многие люди раньше, вот вообще древнегреческий период, картины писали просто на дереве, да, получается, там у них были деревянные Мгм, такие мгм. плитки, они писали, Доски. поэтому доски, да, и очень какие-то известнейшие картины, которые люди описывали как изумительной красоты, ни один из этих портретов, картин не сохранился из-за того, что у них был такой вот материал очень недолговечный, скажем так, вот Мгм. деревянные эти пластины, да, скажем, доски. И вот как у вас этот процесс происходит? Как вы часто экспериментируете с грунтом, ну, с грунтовкой и прочее? Ну, этот вот как раз-таки творческий процесс, он всегда, как я уже говорил, нескончаемый. И когда делаешь какие-то, ставишь перед собой сложные задачи, технически сложные задачи, и вот тут уже начинается, как нужно достичь того или определенного, вот той или определенной цели, чтобы именно вот такая фактура была, да, чтобы именно были такие краски, чтобы они были, ну, там, либо они блестели, или наоборот блестели. Это все тут, ну, как такая целая магия. И тут нужно как бы все на ощущениях, нужно чувствовать материал. То есть нужно... И я в основном работаю только на том холсте, который я сам натягиваю, сам грунтую, я покупную не покуп... ну, готовые не покупаю, потому что мне так удобнее, я так больше чувствую материал, когда я делаю своими руками, когда я это все грунтую и проклеиваю, и делается имприматура, это первый слой, общий тон общего колорита. Мгм. Это все я делаю. И тут, и, кстати, у меня есть серия «Разбитое стекло», где я начал экспериментировать с материалом оргстекло, там приклеенное на холст. Первый эксперимент прошел очень удачно, оно как бы там нормально держится. А вторая серия «Разбитое стекло», там, где мы усадьбы старинные, она, к сожалению, там какая-то реакция пошла и начала осыпаться красочный слой. Поэтому тут тоже по-разному бывает. Конечно, нужно знать обязательно технологию. У нас мы этому учились. Есть определенные правила, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы, ну, живописный слой держался как можно дольше. Мгм. Поэтому тут особо не экспериментируешь. Единственное, конечно, вот краски тоже надо смотреть, очень разные, много сейчас, очень большой выбор. И импортные краски, и наши краски. Ну, тут, конечно, нужно часто приходится экспериментировать, пробовать. Иногда бывает так, что смешиваешь разные, там, допустим, наши краски с импортными, иногда там темнеет очень сильно. Вот, это тут уже технически бывает очень по-разному. Это какие-то вот эти закономерности нужно знать. Один пигмент с другим пигментом, он не сочетается, Мгм. потому что там происходит химическая реакция. Как раз таки вот Возрождение, они же сами добывали эти пигменты из камня, там, из минералов. Они сами делали, они смешивали с олифой, с маслом. И вот как раз масляная живопись, как раз таки вот в период Возрождения они придумали технологию масляной живописи. Поэтому об этом много писали, об этом много мы учили, об этом много
ну, как бы нам рассказывали и во время института, и во время училища. Поэтому как бы мы, есть свод определенных правил, которых нужно придерживаться. Вот. И говоря об этом, да. Мгм. И в рамках этого можно экспериментировать, конечно. И вот говоря об этом, да, действительно, вот пример, да, великий, это когда Леонардо да Винчи сделал свою знаменитую там, ну, Сикстинскую, как это, Мгм. да, там у него, значит, «Тайна вечери», да, кстати, «Тайна вечери» же, она сделана в каком-то уникальной технике, которая, казалось, сразу же его рисунки начали разрушаться, да, как только он закончил вот эту фреску, оказалось, что она не столь долговечна, как вот хотели, да, и вот сейчас весь мир все время, да, занимается реставрацией время от времени этой великого произведения, да, Ну, но там еще был пожар, извините, перебью, там же был еще пожар страшный, жуткий, где вот эта фреска находилась. И там содержание это очень плохом ну, плохих условиях содержали, а потом поэтому очень сильно пострадало. Там, по-моему, если не ошибаюсь, там темпера, по-моему, темперная живопись да, была. темперная, Да, то есть он да. экспериментировал темперой, Мгм. получается, да. Вот еще удивительная вещь, которую я заметил, да, вот вы, когда рисуете портреты, да, вот недавно, например, я где-то увидел портрет, который вы сделали Сооронбека Джейнбекова, да, Сооронбая Джейнбекова, Да, да, вот, Сооронбай. да, Сооронбая Джейнбекова. Скажите, пожалуйста, как это случилось? Вот вы лично видели его там и что-то делали? Скажите, пожалуйста, из А, предыстории. это, это очень интересно. Интересный был проект, потому что меня пригласили от России, от республики на Тюрксой. Тюрксой, как вы знаете, это большой международный конкурс, да, фестиваль искусства, куда по определенному времени приглашают и певцов, и артистов, и художников, и поэтов, и писателей. И вот я представлял Россию и Якутию в этом Тюрксое в прошлом году, и, ну, художников. И там мы, значит, приехали, у нас очень была насыщенная программа, мы там писали окрестности Ош в прошлом году, позапрошлом году. И писали окрестности Ош, работали на пленэре. И когда мы уже практически за последние 3 дня до отъезда мы выставили все свои работы. Отчетная была выставка. Там жюри смотрел, нас награждали. И потом на открытии выставки, ну, мне подошел мэр города Ош, мэра города Ош, и она попросила сделать портрет президента. Это был заказ, вот, и, ну, я согласился, думаю, ну, почему бы нет. Они все предоставили все материалы, показали фотопортреты, которые уже есть, ну, там же как утвержденные фотопортреты, которые, ну, как бы можно использовать. И вот они мне предоставили, я с ним лично не общался. Они потом они взяли их, хотели передать президенту, значит. Ну, скорее всего, они передали. Так, ой, да, сейчас. Ага. И вот я написал буквально за 2 дня этот портрет. И вот, да. И Но мне этот портрет показался очень таким образным, невероятно сильным, да, психологически, как будто вы угадали суть человека, да, кстати, оно вот невероятно передалось, вот я так вот, это очень драматичное было, я был просто потрясен, насколько да, она сильная картина получилась. портрет. Спасибо большое. Портрет очень понравился, и мэру очень понравился портрет. Там он изображен на фоне гор. На фоне гор, значит, на фоне местности, где он родился. Я вот сейчас не вспомню, это какая местность, но они мне сказали, вот есть вот фотоматериалы, где он родился, это его поселок, это вот те горы, где он как бы рос, вырос. И я там изобразил, решил, что интереснее будет на фоне гор.
Вот, показать этот монументальный образ их Да-да-да. президента. Мгм. Замечательно просто. Но вот эти горы, да, кстати, все-таки Киргизия, это удивительно, да, когда вы в Бишкеке видите все эти горы рядом, да, так Да. сказать, вот в Волжской долине, да, все это есть рядом, да, вы настолько удивительные, бывает такое ощущение нереальное просто от той красоты, которая окружает, да, так сказать, и недаром вот в Да. этих местах в свое время родился великий китайский поэт Ли Бай. Именно там он родился, и, видимо, детство он провел там. И говоря о Китае, да, так сказать, вот это в Китае сейчас какой-то не огромный бум изобразительного искусства. Там появляется большое количество молодых, там сильных, интересных коллективов, целые такие кварталы, да, художественные, и в самом Пекине, там, Шанхае, на юге Китая. Вы не планируете ли посетить Китай, там увидеть все это, и как вот относитесь к восточному искусству? И у меня была выставка, я посетил Китай 2 раза. Это было в каком году, если не ошибаюсь, в 2016 году. Был кинофестиваль русско-китайского, ну, русско-китайский кинофестиваль международный, и меня пригласили в качестве, через Министерство культуры в качестве, ну, как художника. И мне предложили организовать выставку. Сначала я организовал выставку, пригласили в Благовещенск, я там открыл персональную большую выставку в Краеведческом музее Благовещенска. И потом эту выставку мы отвезли, значит, уже в Шиньян, город Шиньян. И там был шикарный прием у консула, и консул сам встретил. Там тоже была такая персональная выставка. И, конечно, Китай, нужно еще тут отметить, что у меня прадедушка китаец, вот, по отцовской линии. Поэтому, конечно, китайская культура, она могучая, богатая, многовековой традиции, это очень интересно. Ну, в Китае у меня около 10 работ в частных коллекциях по Китаю, и в Пекине, и в Шиньяне, и в Харбине, и в Южном Китае. Я уже не помню, какие там были города, но приезжали коллекционеры, покупали у меня. Поэтому, ну, с Китаем тоже связано, тесно мы связаны. И у меня вот буквально в прошлом году тоже купили картину китайские коллекционеры. То есть, ну, все равно какой-то есть диалог, общение, они наблюдают за моим творчеством. Слава богу, сейчас есть социальные сети, где они всегда смотрят и вот спрашивают, что, почем. Ну, они довольно-таки такие... Потому что у них экономика очень сейчас сильная, поэтому и вот искусство тоже сильно развивается. Они очень много отправляют студентов китайских учиться в Москву, да, в Санкт-Петербург, Академию имени Репина, Сурикова. Поэтому у нас половина института китайцев. И потом они приезжают, в Китай, они становятся очень такими известными художниками. Художниками, да. Да. Это свой абсолютно удивительный мир, конечно, Да, надо сказать, да. Да. И вот Шиньян, вы говорите Шиньян, да, кстати, это вот где летние резиденции китайских императоров последней династии, да, были? Понятно? Да. Синьские как раз. Мгм. Ага. Очень интересный город сам по себе. Оттуда, кажется, родом даже вот Ланг-Ланг, да, знаменитый фортепианист, да, который пианист. Да, супер, Да. очень интересно. Там же есть какое-то свое население маньчжурское, да, вот в этом городе Шиньяне. Тоже вот интересно. Да. Ну и говоря о китайской живописи, всегда, ну, люди вот, например, да, вспоминают про эпоху династии Сунь, например, да, Южный Сунь и прочее, когда такие великолепные экземпляры появились, да, люди создавали там целые академии, люди рисовали там со всех сторон, и это вот сейчас остались легенды, да, от всего этого, и это тоже навеяно той красотой, которая все-таки в Китае довольно много, особенно что касается гор, да, так сказать, там удивительные горы Лушань, горы Тяньан там, и прочие, которые люди любят посещать и рисовать, там, увидев какие-то невероятные
красоты. И, естественно, что вам лучше, да, горы, долины или горы, или как еще там называется, да, так сказать, моря? Что вы любите, море, горы или что? Ну, по-разному. Горы мне, конечно, очень нравятся. Да, горы бывают, конечно, тоже разные. Там, наши северные горы. То, что вот там в Китае, например, да, горы тоже. В Турции я очень много раз был. И в Марокко я был. И там совершенно такие каменные, пустынные, красные горы. В Иордании я был, в этих... Пустыня называется. Да, в Петре, и потом еще это пустыня известная. И там тоже очень такие красные горы, как марсианские, очень разные, и по ощущению тоже очень разные. Горы я очень люблю. Но море как-то я очень спокойно отношусь, хотя я всегда очень часто довольно-таки летаю отдыхать на море. Ну, это море как-то... Особо не пишу море, но горы я очень много, да, изображаю гор. И вот, потому что в Амге тоже у нас много гор. Я родился вот в горной довольно-таки местности, потому что там Анёс, это село Анёс, там довольно у нас горный рельеф. Замечательно. И вот в свое время, в советское время, был такой художник Налбандян, который любил рисовать все время великих вождей, да, особенно на него удавались Леонид Ильич Брежнев, да, и Ленин, у него целая интересная коллекция. Но что вот мне нравится в его творчестве, это его картины, которые он рисовал, когда ездил в разные страны, там, в Индии, куда ездил, да, и в других странах. Это невероятно красивые, удивительные картины. И вот вы ездите в разные страны, вы рисуете там? Да, обязательно я там пишу этюды небольшие. У меня накопилось очень много материала в разных поездках, из разных поездок. И я вот очень хочу сделать, на самом деле, такой проект небольшой, выставочный, где показать вот эти путевые заметки. Ну, я их называю путевыми заметками, потому что нужно запечатлеть это впечатление, извините за тавтологию, да, запечатлеть вот эти виды. И как-то это на самом деле чисто для себя. Потому что когда все время работаешь в мастерской, глаза замыливаются, руки устают. И иногда нужно, необходимо для художника, чтобы этот цвет менялся. И у нас профессионально вот даже есть, как обычно у нас говорят, почистить палитру. Поездка, чтобы почистить палитру, набраться новых эмоций, новых красок, новых цветовых колористических решений. Вот. Это все очень важно тоже для художника. Поэтому каждая поездка я с собой обязательно беру и карандаши, и краску, и холсты. Поэтому всегда, когда вот в аэропорту, что у вас там, останавливают, приходится всегда объяснять, что вот я художник, что это картины, что это мои картины, это не из музея я у вас или там украл, или купил. То есть это мои работы, они несут какую-то вот художественную ценность. То, что я вот буквально вчера написал. Поэтому всегда есть такой вопрос, когда ездишь с картинами, с красками. Особенно было очень сложно в Израиле, когда вот там как раз в пропускном пункте прям очень долго держали, где-то 2 часа. В течение 2 часа они разбирались и очень долго через переводчика объясняли. Но у нас там была поездка рабочая, и с остальными студентами, небольшая группа. И мы там писали много картин. Очень много писали, ездили, организованная поездка. И вот там были серьезные проблемы. Но, слава богу, там все как-то решили через дипломатическим путем. Они позвонили куда-то в посольство, в консульство. И вот они решили. Слава богу. Потом нас выпустили. Ага. То есть вы там были палестинской автономии? Да, палестинской автономии, и, собственно, поэтому были много вопросов, почему в Палестине были. Мы как-то жили в Палестине,
ну, жили в Палестине и все время ездили в Иерусалим и вот по святым местам. Поэтому это, конечно, они спрашивали, почему так. А до этого я буквально до Израиля я был в Арабских Эмиратах за 4 месяца. И там, конечно, стоял штамп, и они прям меня очень долго держали. Еще плюс какие-то картины непонятного происхождения. И нужно было очень серьезно объяснить, что и доказательствами, со всеми делами. Да-да-да. И как вам понравилось на Святой Земле? Но ощущение прям потрясающее, конечно. Это Святая Земля, но он имеет свою какую-то ауру, атмосферу. Это эти все стены, камни. Но было здорово. Просто тоже незабываемое впечатление. И хорошие экскурсии были. Вот. Мы ездили с паломниками нашими русскими. Тоже было довольно-таки интересно. Это по линии русско-палестинского общества, да? Да, по линии русско-палестинского общества. Да. Замечательно. Раньше называлось императорское, да, русское палестинское общество. Оно и до сих пор как бы называется императорское православное палестинское общество. Да, палестинское общество. Да. У них же там свои есть недвижимость своя, там прочее. Да, в свое время да, там да. наши цари покупали. Да, там у них есть и церковь, и в Палестине находится культурный центр, русский культурный центр. И вот здесь у них головной офис тоже в Москве находится, в Китай-городе. То есть они довольно-таки тесно сотрудничают. И вот иногда бывают такие программы, когда вот зовут художников и организованно делают какие-то поездки. Было ли ощущение такое, какое-то иное или свое особое, когда вы были на Виа Долороса, когда в старом городе, Иерусалиме, да, вот путь Христа, да, который вот каменный и прочее, да, вот когда вы идете по этим мощенным дорогам, да, и, ну, например, пытаетесь там пройти вот весь этот путь, да, по этой древней дороге, да, и особенно, когда это, если рано утром или поздно вечером, да, ощущения могут быть совершенно уникальные. Да. Конечно, было, потому что это все-таки намоленное место. Это... И когда вот ходишь по этим местам, чувствуешь, что вот думаешь, вот когда-то давным-давно здесь вот все эти вот происходило. И становится иногда страшно довольно-таки, жутко, чуть-чуть. Вот. Я там заблудился еще в старом городе. Было очень весело. Я до этого, у меня отношение было очень спокойно. Ну, как бы я очень мало знал, на самом деле, честно говоря, всю эту историю. А потом я, когда уже приехал, я уже более осознал, где я был, что я видел. Вот. И тоже нужно вернуться, посмотреть уже более осознанно. Потому что, ну, как... я же не православный, не крещеный. И как-то это было для меня, ну как, просто с точки зрения исторической точки зрения было очень интересно. Но я особо сильно в суть не вникался. Вот сейчас я понимаю, что если бы я сейчас поехал туда, я бы уже совершенно другим взглядом все это посмотрел. По-другому бы подошел к этой поездке. С определенным настроем. Да. Ну вот вы сейчас в Москве, это тоже вот удивительный сам по себе такой географический как бы центр, да, особый, где очень много святых мест, очень много рядом с Москвой, да, и вы даже если поедете по Золотому кольцу, вы увидите, насколько там могут быть удивительные вещи, да, поедете, например, тоже Переяславль-Залесский, да, там может быть удивительные вещи, Звенигород, да, все это рядом, недалеко от Москвы, и одновременно там красота, она просто зашкаливает, да, вот ощущение тех древних этих монастырей, церквей, все то, что построено в свое время, и с таким явным желанием действительно приблизиться к чему-то, да, святому, стать лучше. Это вот великое желание людей, оно отобразилось там в камне, и все это
навеивает вам прямо волнами всю эту красоту, всю эту святость, которая там находится, да, и вот я хотел спросить, вот будучи Да. в Москве, где вам нравится, куда вы любите ходить? Ну, я в Москве на самом деле особо много не гуляю. Так получилось, что, ну, редко очень где-то гуляю, выхожу, выезжаю. А, во-первых, времени не позволяет как-то там прям особо гулять. Но в последнее время я часто пытаюсь, ну, в основном по центру. Мгм. В основном по центру. Это в течение 6 лет я жил и учился в районе Таганки. Мгм. Вот Старая Москва, потрясающий район, я до сих пор вот там обожаю, и часто довольно-таки туда хожу, в эти кафешки, где в студенческое время я там все время ходили. Я очень люблю вот район Таганки, вот Старая Москва, эти все улочки. Мгм. В Китай-городе я очень люблю вот часто довольно-таки пешком ходить от Таганки. Ну, редко гуляю, честно говоря. Вот не так часто получается. Мгм. И вот Ну, скажите, сегодня как... вот мы... Ага. Да. Сегодня вы... Сегодня вот с клиентом я встречался тоже в центре Москвы, на Тверской, мы немножко тоже прогулялись по Мгм. Тверской. Мгм. Замечательно. Вот. И вот скажите, да, кстати, человеку, художнику, да, для того, чтобы быть, скажем, продуктивным, да, и очень потенциал свой как-то раскрыть и прочее, у вас должна быть особая какая-то эстетика дня, да, вашего рабочего. Что вы делаете? Вот как вам удается это все делать? Какой у вас обычный график рабочего дня? Вот с чего начинается ваш день? Я очень поздно ложусь спать. Очень поздно ложусь спать, соответственно, я очень поздно встаю. Встаю. Обычно я работаю до 3, до 4 утра даже бывает. До 3 это нормально, как бы. До 3 работаю, потому что я сова. У меня вечером, ближе к вечеру начинает все это активизироваться. Начинаю там больше, как бы засиживаюсь. И я сплю там до обеда. Спокойно до обеда, без угрызений совести могу себе позволить спать. Потому что я как бы после института свободный художник, в свободном плавании. И дальше вот спокойно я встаю, уже планирую свой день, знаю, что я делаю, спокойно пью кофе, начинаю думать, что делать, ставлю перед собой, допустим, если я ночую в мастерской, то, естественно, в мастерской ставлю перед собой все эти холсты, которые нужно сделать, да, смотрю. И потом завтракаю, переобедаю и начинаю уже работать. И так, потом параллельно, конечно же, в обед у меня какие-то звонки по работе, с родными, из Якутии. Вот, ну, где-то это очень много тоже времени занимает. Где-то 2 часа я сижу в телефоне, разговариваю с родными, разговариваю с клиентами, там какие-то дела обсуждаю. И потом уже как бы бросаю телефон, сажусь и уже работать спокойно. Как-то так. И так до ночи. Вот. И в перерывах, конечно, тоже отвечаю на звонки, как-то вот. И иногда езжу по делам, тоже в центр, например. Ну, я недалеко от центра живу, поэтому как-то все это близко, удобно и доступно. И гуляю, здесь рядом парк замечательный есть, и вот гуляю по парку. Вот. Вот мы же живем такое время, да, и всяких разных новых технологий, мир стремительно меняется, даже безвозвратно, мир еще вот попадает в разные ситуации, как сейчас пандемия, дистанционные технологии, дети там дистанционно учатся, мы постоянно в зуме сидим уже, Да, перестали двигаться, да, давно уже, да. ездить куда-то и прочее. И насколько вы дружны с социальными сетями, насколько это является частью вашей жизни? Это, да, в последнее время я очень активно сижу в социальных сетях. Это Facebook и Instagram в основном.
ну, вот эти две платформы, где я показываю то, что я делаю, я общаюсь со своим зрителем, я получаю какой-то отзыв, какие-то, ну, какую-то реакцию на свои работы, поэтому это очень здорово. Но этим, опять же, нужно, конечно, заниматься. Ну, это очень много времени отнимает. Но большой плюс, что я получаю большую обратную связь от своих зрителей. Конечно, это очень важно. Я информирую через социальные сети какие-то новости, какие-то анонсирую свои выставки, анонсирую свои новые работы. Это здорово. На самом деле, это, то есть, всегда получаю обратную связь. То И есть вы это, уже, конечно, очень да. важно. То есть вы уже создаете свое И как бы вот как... сообщество Ага. людей. У Да, вас есть да, свое да, сообщество, да. И получается. есть еще... Да, да, получается, да. И есть свой зритель, которому очень интересно, и который всегда спрашивает очень много вопросов, на которые нужно ответить, как-то тоже отреагировать на их отзывы, да, поэтому приходится отвечать, приходится... И плюс, конечно же, клиентская база, она образуется вот благодаря как раз-таки социальным сетям. И вот. И какие-то продажи, какие-то заказы тоже идут через социальные сети. Есть сайт, которым тоже занимаюсь, но вот в последнее время, к сожалению, из-за нехватки времени я очень мало обновляю. Я очень постараюсь почаще обновлять. Вот. Там нужно много... Да. Ага. Что вам нравится? Вот Facebook или Instagram? Это разные люди, разные группы людей, с которыми вы общаетесь по Facebook и Instagram. Что вы думаете по этому? Это разные люди, совершенно разные люди, разный контингент. И разные по реакции, на самом деле. В Фейсбуке по-другому, в Инстаграме вообще отличается, конечно. Но мне ближе Инстаграм. Но я, если делаю какую-то публикацию, я делаю параллельно и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Поэтому так удобнее получается. Ну и там как бы очень много такой большой, огромной обратной связи. Поэтому удобнее бывает, что на самом деле через Facebook, если какие-то там деловые веду какие-то переговоры, да, с заказчиками, то через Facebook. Если через Instagram, то это с друзьями из разных городов тоже как бы удобно. То есть фактически вы сами все это делаете, улаживаете свои бизнес там дела и прочее, используя фактически такие инструменты, социальные сети, Да, Facebook, Instagram. Я так да, вижу, что вы очень все время отвечаете лично и исключительно искренне и прочее. да, Это очень такая вот подкупающая, очень да, такая красивая вещь, которая занимает ваше время, да, я так понимаю, вообще да, очень да, много вашего времени драгоценного. И вам да, поэтому приходится да. работать так поздно ночью. Ну вот, да. Нет, ну когда уже начинаются какие-то сообщения, там в 12 часов ночи. В 12 часов ночи уже начинается там сообщение, там что-то спрашивают. Ну, приходится отвечать, что я в Москве, как бы я живу в Москве постоянно, и это сложно. Я сейчас, возможно, я сплю, но я на самом деле работаю, но приходится его практически до утра сидеть и иногда вот отвечать на какие-то сообщения или дела решать по якутскому времени утром, рано утром. Вот. А То как бы есть вы... как-то это Да. круглые сутки получается. Да, круглые сутки. А Да. представьте себе, да, где-то вы оказались в таком острове, да, так сказать, и связи нет и Мгм. прочее. Какое вот вы подумали бы, у вас было бы ощущение, да, от всего этого? Вы как думаете, были бы вы немножко счастливы или нет? А если я был бы один, оказался бы один, Да. нет, я очень общительный человек, на самом деле. Я очень открытый и общительный человек. И поэтому без общения я не могу. Хотя, хотя как бы я очень люблю концентрироваться, я очень люблю как бы закрываться иногда, потому что это очень важно
для нашей профессии, что держать эту энергию внутри себя, чтобы потом как бы это все использовать на работе. Поэтому, но в любом случае, я очень общительный человек, я считаю, и как бы без общения тоже, наверное, я не смогу. Вот, потому что я помню, после 2-го курса в училище меня отвезли, значит, ну, то есть я попросил моторную, вот когда я на родине был, НТХ, там гинские скалы есть, может, вы знаете, слышали. Сейчас уже там очень хорошо развитая инфраструктура, там есть домики, там есть туристическая база, тогда еще не было, ничего не было там, то есть даже сенокосчики особо не приезжали. И меня там подбросили на моторной лодке и оставили. И мы договорились, что через 5 дней они приедут, заберут меня. И я, значит, и продукты у меня как бы рассчитаны на 5 дней. Я там уже написал, там все свои картоны, холсты расписал, значит, у меня как уже материал закончился. Краски тоже практически закончились, но у меня там остались только какие-то основные цвета. Я жду эту моторную лодку. И они не приезжают. В день не приезжают, второй не приезжает. И, как назло, никто мимо тоже... Ну, нету никого в кругу. Это около 70 километров верховья реки. И так я 4 дня ждал. На 9-й день только приехали. Потому что они забыли. Сначала забыли, а потом они, когда уже вспомнили, там моторная лодка сломалась, что-то там случилось, и потом в течение 4 дней я просто прям голодал. Ну, не голодал, я рыбачил, правда. Голодал, рыбачил и писал уже на обороте из уже написанных холстов, писал какие-то картины. Эти картины до сих пор сохранились. Вот, то есть двусторонние картины я делал. Очень интересная история, да. кстати. Да, и я очень плохо себя чувствовал, потому что я когда увидел этих людей, когда уже они приехали на моторных лодках, и я даже не мог говорить, потому что у меня сел голос, и я как-то даже как будто бы потерял дар речи. Я очень долго, когда не разговариваешь, оказывается, когда сам с собой наедине находишься, там, в течение 10 дней, человек, оказывается, забывает, не то чтобы забывает, но он как-то то ли что-то там атрофируется или что. То есть очень было сначала говорить громко. А когда человек один, он сам с собой разговаривает, в любом случае, и звук не произносит. И это было очень сложно. Вот. Это было интересно. Да, очень интересное поэтому ощущение. я бы долго не продержался. Да. Ну, как будто голос сел, знаете? Да. Интересно. Да. Удивительно. Так И что вот как мы говорим, да, кстати, сейчас вот мир там цифровых технологий и прочее. Ожидается ли из-за этого, да, какое-то изменение людей в их отношении к искусству? Будут ли востребованы другие какие-то формы и прочее? Сохранится ли вот живопись в таком виде, да? Как вы думаете, есть ли какие-то ощущения вот у вас, как у художника, относительно будущего вашей профессии? Ну, думаю, да, есть изменения, эти изменения уже сейчас происходят. Но мне кажется, что классическая живопись, классическое изобразительное искусство, оно как бы все равно будет всегда актуальным, и как бы это будет, не потеряет свою силу, вот, и так же, как и классическая музыка, на самом деле, потому что это вечно. И я думаю, как бы не будет такого спада интереса к классическому искусству. А так появятся, конечно, и появляются новые технологии, новые краски какие-то, грубо говоря, да, и новые какие-то, сейчас, например, очень много начинают цифровые картины делать, да, и 3D уже печать есть объемная. Печать 3D имеется в виду, скульптуры делают 3D. А вы
Да, а Ага. какие-то эксперименты в этой области вы не планируете делать? Ну, пока нет, но, может быть, со временем что-нибудь придумаем. Потому что А главное же так нет. ваше видение, да, так сказать, главное Да. ваше, да, так сказать, ощущение. Ну, это, да, можно это попробовать, но это мне пока, я так считаю, что это довольно-таки такая скользкая история, скользкая, Мгм. потому что, ну, я так учился, и меня так учили, Мгм. что вот, и поэтому это сложно тоже себя Мгм. немножко менять, это очень сложно. Мгм. Посмотрим, может быть, со временем, чисто если ради как эксперимента, возможно, что-нибудь там, какие-то технологии и Мгм. немножко, может, я буду экспериментировать. Ну, не Да, да, знаю. интересно. Вот раньше, да, в свое время вот активно, например, в той же Англии люди, интересовавшиеся живописью, часто, значит, собирались в группы, ездили в Италию и там, значит, занимались живописью, да, скажем так, Да, да. или собирали там своих молодых последователей, с ними вместе ездили, изучали там определенные церкви с хорошими там фресками Мгм, интересными. Ну вот мгм. был какой-то отработанный такой маршрут по Италии, скажем так, да. Да. Где-то это заканчивалось Амальфийском побережье, или там, как это самое называется, вот это место, где пять терра, как это, пентатерра, или как-то там, Мгм, мгм. да, вот в этих местах красивых, да, так сказать, и как вы думаете, если вы, например, да, мы сейчас все время ищем каких-то молодых, талантливых, ну, обычно дети, которые выдающимися там своими способностями, особенно художественными и прочее. Вот можно ли такой вот придумать какой-то проект, по которому, значит, можно с теми же детьми там провести лето, да, так сказать, ну, по той же Мгм. Италии, там красиво все это нарисовать и прочее, чтобы ощутить. Потому что я так полагаю, что человека максимально может что-то получить, когда он еще в таком раннем возрасте ощущает и видит воочию сам лично все эти Мгм, красивые мгм. вещи, да, как бы вот, например, вы в 9 классе, да, ощутили это, может быть, Мгм. такое вот человеку может сделать там, полностью изменить его мировоззрение, его отношение ко всему, да, и может быть тоже такой талантливый человек может появиться, да, из-за этого. Мгм, Так как мгм. мы никогда же не пробуем это, да, сильно, и поэтому, может быть, мы по одной какой-то накатанной линии идем, да, Мгм. а так не всегда известно, да. Да, идея очень интересная. Я об этом даже думал. Может, сделать какую-то выездную школу, какие-то лекции, например, где куда-нибудь, ну, поездка, да, какие-нибудь места, заграничные, может, какие-то поездки, создать вот группу. Мгм. Об этом я очень много думал, да, но пока еще не решился. Но есть у меня летняя школа живописи, то есть Мгм. летние курсы. Это в этом году уже 5-й год я провожу. 5-й год я этим занимаюсь, но, к сожалению, в этом году не получилось собрать всех моих учеников из-за пандемии. Мгм. Но в следующем году, я думаю, обязательно мы соберемся. Очень много желающих. И там, значит, ко мне приходят мои ученики, это разных возрастов совершенно, и школьники, и дошкольники, и взрослые, и тут там взрослые тоже довольно-таки несколько больших групп, и пенсионного возраста тоже. Очень разные люди, разных профессий, которых связывает искусство, которые интересуются, которые готовы развиваться, готовы открывать для себя что-то новое. Они ко мне приходят, и я с ними занимаюсь искусством, я им преподаю. И я как раз делаю раз в неделю, ну, я делал раз в неделю выездные занятия. То есть мы вместе все ездили в окрестности Якутска и писали с натуры. Это очень было интересно, интересный опыт. А потом в конце курса обязательно как бы я организовывал им выставку, чтобы они посмотрели на свои работы со стороны, чтобы как бы все вместе выставились. Ведь несколько выставок было, в том числе в Национальном художественном музее. Это вот такой своего рода итоговые выставки вот, летней школы живописи. Очень много положительных отзывов получал и получаю. И всегда меня вот ждут мои ученики. У нас есть группа в WhatsApp, где они отправляют иногда свои работы.
и спрашивает, советуется. Это на самом деле очень приятно, когда люди из разных сфер готовы что-то для себя новое открыть. Вот, и они интересуются. Это очень здорово. Ну Да. вот учить это, конечно, радость, да? Это такое счастье. Это такое общение, да, это такое общение теплое. И когда не только ты отдаешь, и ты сам очень много получаешь от этих людей, даже от детей, потому что они что-то могут сказать, что-то такое интересное, которое ты никогда ни разу в жизни даже не задумывался с другого угла, да. Это очень интересно. И для меня моя школа дает очень много. И не только общение в плане, но и разных творческих моментов, разного взгляда. И, конечно же, это самое главное, вот беседы и итог работы. Когда видишь, что твой ученик растет на твоих глазах, что-то узнает новое и делает какие-то вещи, которыми вот он доволен. И я в том числе очень доволен. И видишь плоды вот эти. Это здорово. Замечательно. Удивительно, да, хороший рассказ. Спасибо большое. И вот у меня есть наш вот мой помощник Альберт Иванович, да, и у него есть всегда интересные вопросы, да, потому что он сам на самом-то деле художник от природы, да, лично скажу я вам, да, так сказать, по секрету. И вот он, например, у него есть такая тема, да, так сказать, он все время аранжирует или, как там говорят, оформляет такой журнал, который называется «Илин». Да, да, конечно, знаю. Да. Это такой супер замечательный журнал, и постоянно там получает определенные там, скажем, грамоты, премии, скажем, по тому, как этот журнал оформлен, да, всегда у него есть какой-то особый шарм, да, в этом журнале, и у него есть такая очень сильная группа людей, которые поддерживает и смотрит и читает этот журнал, что замечательно в течение там многих лет, да. Пожалуйста, Альберт Иванович, вот ваши вопросы. Василий Кириллович, я, наверное, единственный художник, который пока еще ни одну картину не написал. Ну ладно. Семен, огромное спасибо за рассказ, за эту историю, потому что, ну, как и у вас много очень интересных картин, но и не менее интересная жизнь. Вы всегда в каких-то приключениях, не сидите вместе, все время находите, даже если вы у себя на родине, вы где-то обязательно должны заблудиться, потом выяснить что-то новое о себе и прочее, да? Потому что, видимо, вы все время в поисках, где бы вы ни находились. Можете, пожалуйста, может, у вас есть одна картина, которую вы когда-то начали, но по разным причинам вот до сих пор не удалось завершить? Да, есть такие работы. Есть такие работы, которые очень сложно идут. Одна стоит работа очень большая, которую я начал еще 2 года назад. Но я никому не показывал, нигде не показывал, не выставлял, соответственно. И очень сложно. Ну, там на тему войны. И тема, во-первых, очень сложная. Во-вторых, материала очень мало. Поэтому, наверное, и когда обычно еще бывает, что очень сильно устаешь, когда начинаешь погружаться в эту тему, когда начинаешь вникаться, начинается какое-то вот прям состояние эмоциональное, сложно, когда работать дальше, и какой-то ступор происходит. И я просто завернул работу, свернул в рулон, и стоит еще до сих пор как бы незаконченная. Я думаю, когда-нибудь я продолжу эту работу. И есть парочка портретов. Это из серии «Портреты деятелей культуры и искусства». Они начатые, но не законченные, не завершенные. Я не знаю почему. Вроде бы это не заказные работы совершенно, это чисто моя инициатива, потому что мне эти люди интересны. И вот есть одна работа, которую я вообще не могу никак закончить. То ли это не совпадение характера, то ли что. То есть очень сложно идет. Персонаж очень известный, конечно же. Ну, посмотрим. Нужно может, с другого подхода как-то нужно по-другому, может, сделать надо. Не знаю. Есть такие работы, которые очень сильно мучают. Иногда некоторые работы уничтожаются.
к сожалению, такое бывает, когда вот не получается, я просто беру и как бы заново крашу сверху грунтом и начинаю другую работу. Когда я узнал, что будет с вами интервью, я начал собирать какую-то информацию. И после сегодня очень много говорили про социальные сети, и у меня сложилось такое впечатление, что вы человек, который наслаждается жизнью, и в перерывах от наслаждения жизнью так быстренько написал картинку и побежал дальше наслаждаться жизнью. Пожалуйста, можете это прокомментировать? Но это, к сожалению, конечно, не так. Я был бы рад, что наслаждаться жизнью, жить прям как, не знаю. Но нет, не так. Это просто картинки. Это, я что-то выкладываю из своей какой-то личной жизни, да. Но я все время, я сегодня опять же говорил, что я очень много работаю, очень мало времени как-то бывает даже на прогулку обычную. Поэтому, я много езжу, довольно-таки много езжу и по проектам, и на пленэры, и поэтому, и то, что я выкладываю, это, наверное, в основном из поездок. А так обычный день происходит довольно-таки скучно, все время в мастерской, все время перед мольбертом, за работой. Вот. И вот я по одному тоже вопросу хотел вас. Мы брали интервью у Николая Курилова в 2017 году, и он сказал такую фразу, что нет publicity, нет художника. Можете дать комментарий по этому поводу? Нет, еще раз, что? Нет общественности, да, publicity в сторону художника, вот этих мегафонов, и, соответственно, нет художника. Можете это прокомментировать? Publicity — это имеется в виду реклама, да, такие, может быть? Да, в какой-то степени, конечно, он прав, потому что художник же делает не для себя, а он делает для публики, поэтому публика обязательно должна смотреть, видеть, и художник обязательно должен получить какую-то обратную связь, чтобы дальше развиваться. И это очень важно. И, конечно же, да. Поэтому и художники, мы выставляемся очень много, показываем свои работы. И этот диалог очень важный для развития, именно для развития художника. Вот как удается, да, и писать картины, и выставляться в разных местах по всему миру? Получается, у вас есть какие-то секреты, может быть, что вот вы, допустим, написали картину, и это как бы уже не конец дела. Нужно эту картину показать не только в социальных сетях, но и в музеях, потом еще параллельно телевидение, чтобы это было. Как это все у вас происходит? Сейчас уже легче, потому что любое анонсирование моей работы новой, да, сразу обращает внимание и со стороны СМИ. Раньше, если приходилось, раньше, как это было, выставку открываю, и на эту выставку анонсируют. Сейчас намного легче, намного проще, тем более сейчас социальные сети, и они очень много репостов бывает. И как-то все это очень просто. То есть я никаких усилий не вкладываю. То есть СМИ сами выходят на меня, спрашивают, попросят комментировать ту или иную работу, и как это делалось, и приезжают сюда, снимают какие-то репортажи, и приезжают на открытие выставки. То есть это как-то очень без особых каких-то усилий происходит. К чему я, конечно, очень рад и благодарю за информационную поддержку наших журналистов. И у меня среди друзей очень много друзей-журналистов именно. Поэтому как-то они сами наблюдают, они сами пишут обо мне, чему я тоже благодарен. А вот вопрос этот прозвучал, но я все-таки хотел его перезадать. Вот вы пробовали нарисовать, может быть, в фотошопе, с помощью компьютера? У вас были какие-то, может быть, ощущения, пробовали, и вы сказали, что могут быть какие-то проекты? С техникой я вообще с техникой я, честно говоря, не дружу. Потому что у меня даже ноутбук есть, но он сломанный, я залил чаем, лежит уже. Я даже не открываю, поэтому я с вами сижу в зуме. Поэтому о чем тут говорить, какой фотошоп. Я очень хочу, да, но нужно научиться как-то. Фотошопом я не владею.
На самом деле Photoshop очень удобная штука. Многие мои однокурсники, художники, которые активно работают, они делают эскизы на фотошопе, то есть это очень быстро, то есть какой-то есть у них определенный материал, они соединяют, они смотрят так, а я все делаю это вручную, карандашом, листочком или на листке бумаги, все это стираю, все это заново, это неимоверный труд, это очень много времени занимает, плюс еще, но я от этого получаю очень колоссальное большое удовольствие, и это даже как-то в этом я вижу вот эту правдивость, суть того, что я делаю. Поэтому мне как-то это больше даже удобно, и мне это больше нравится. А может быть, у вас есть какие-то книги, не обязательно про живопись, да? Что вы вот за все это время, казалось, все время возвращаетесь, и эти книги все время с вами, они вам каким-то образом помогают. Есть такая? Да, может, есть какой-то автор или конкретно какая-то книга, которая все время вас сопровождает? У меня очень много книг, очень хороший вопрос, на самом деле. У меня очень много книг, я сейчас создаю, собираю свою библиотеку. Очень, в основном книги по истории искусства. Я, когда что-то делаю, я обязательно смотрю аналогии, какие картины были, у каких художников какие картины были. Ну, через интернет, конечно, но в основном через книги. Вот. Очень большая коллекция разных хороших, таких довольно-таки дорогих книг есть. И в том числе из Флоренции я очень много привез, около 10 книг таких, серьезно. Эти книги я все время листаю. Вот за работой, за чаем, в свободное время все время эти книги листаю. Ну, что касается читать, вот последнее, то, что я читаю, это Достоевского читаю. Вот. Ну, иногда вот возвращаюсь к какой-то литературе, классической литературе. Русской, в основном. Вот сейчас я могу быть неправ, да, но я заметил, что вы такой вот человек, который занимается популяризацией именно Якутии, якутской культуры. У вас очень много произведений, у вас очень много пейзажей, где вот якутские земли, очень много людей, которые жили и работали в Якутии. А вот у вас было желание все-таки отойти от этой темы и заняться, вот, может быть, какой-то другой темой? Ну, такого... Нет, такого не было. Такого не было. Ну, как-то это все очень гармонично у меня заплетается, да, сплетается, и тема, и идея, и форма, что, ну, как бы я специально что-то менять для себя, да, и подход или форму менять, я как бы не собираюсь. Но если это надо будет какие-то другими, надо будет, если другими средствами, если это в большей степени раскроет образ мой, который я создал, то я, конечно, воспользуюсь. Ну, а так сейчас вот тему менять я не собираюсь, потому что темы вечные. Это, на самом деле, человек, природа, любовь к земле, любовь к матери, родителям и так далее. Это вечные темы, которые всегда будут актуальны. А вот что касается формы, это формы могут быть разные. Через как это передать, да, какими выразительными средствами, либо это там через северных людей. Это просто форма. Самое главное – это суть. О чем эта картина, а не как. Понимаете? Поэтому тут как бы может форма, конечно, меняться. Но пока эта форма меня удовлетворяет, и я доволен этой формой. И это как-то вот с мою концепцию, моего мировоззрения, это как-то нормально, гармонично сочетается. Поэтому как-то так и для меня пока устраивает такая форма. И вот вопрос у меня остался единственный. Это много вопросов, да, на самом деле. Вот что бы вы хотели сказать нашим членам-корреспондентам, да, вот Малой академии наук, чтобы они, мы этот вопрос все время спрашиваем, и люди говорят, что вот займитесь любимым делом, занимайтесь тем, что нравится. А вот, может быть, у вас будут какие-то специфичные советы? То, что вы сказали, занимайтесь любимым делом, это самое главное на самом деле. Потому что если ты занимаешься своим любимым делом, ты счастливый человек. И вот опять же мы возвращаемся на тему выбора профессии. И тут я благодарен своим родителям, которые мне дали возможность выбрать.
они не настаивали на своей точке зрения, да, и я всегда вот своим даже ученикам тоже советую, и чтобы чтобы у вас была свобода выбора профессии. Это очень важно. Это очень важный момент, когда вот молодой человек после 11 после школы выбирает свою профессию. Возможно, он не сразу выберет, да, возможно, он придет через там какое-то время, но это очень важно. Это и вот когда занимаешься любимым делом, ну, то есть ты практически, можно сказать, не работаешь. Тебе это доставляет большое удовольствие, ты этим занимаешься и получаешь огромное удовольствие, и в материальном плане тоже. Это Спасибо. принесет как бы какие-то деньги, да. Василий Климович? Да. Ну, я вот очень благодарен, очень благодарен Семену за замечательную такую сегодня беседу. Все, что вы вот сразу, что идет первый как раз на память, да, и прямо вот ощущение такое первое, да, это то, что все, что вы говорите, исключительно искренне. Все честно, искренне. И вы действительно все делаете своими руками, вы никаких там новых методов и технологий не применяете, все, как говорится, по старинке, но все это исходит от сердца, от души, от того, что является вашей сущности, которая воспиталась на якутской земле, на прекрасной амгинской земле, со всех этих корней, которые ваши, да, дают вам невероятную силу, и вы сейчас, находясь на нашей прекрасной столице, первопрестольной, золотоглавой, вы показываете и красоту эту, вовлекаетесь в эту гущу людей, и одновременно вы дружите с огромным количеством людей, потому что вы искренний человек, и с вами дружить, наверное, исключительно большое удовольствие и радость, и счастье. Я Спасибо. очень благодарен, что вы приняли участие в нашей беседе, да, дали нам очень интересные мысли, чтобы мы подумали об этом, и надеюсь, что наши дети, которые смотрят эту передачу, потом дальше будут смотреть, ибо это будет на YouTube нашем канале, что-то узнают новое, и это хорошо, потому что человек, вы очень целостный, самый настоящий, который реально делает это, и это замечательно. Мы очень благодарны, вы для нас настоящий герой, как говорится, который является нашим истинным представителем в этой нашей замечательной столице, далекого нашего края, и вы просто, ну, как говорится, настоящий якутский человек, делающий очень большое дело ради нашей республики, для всех нас. И спасибо огромное за то, что вы уделили свое такое драгоценное время в разговорах с нами. Спасибо большое, что вы пригласили, позвали на эту беседу. Мне тоже очень приятно. Приятно было с вами пообщаться, поговорить и мне как-то вот представить свое искусство. И спасибо большое. Семен, но мы не завершаем, у нас осталась еще одна глава, да? Но перед тем, как поступить к этой главе, я хотел бы сказать, что мы получили сердечко от Дарьи Егоровны. Видимо, она тоже в восторге от этой беседы. Ну и, может быть, от вас тоже. Ну, это точно от вас, а потом от беседы. Можно давайте. Я выступлю? Пожалуйста, да. Давайте. Ага. Учитесь. Так. Ага. Так. Доброго времени суток, Василий Климович. Да, Ригорий. Ага. Альберт Иванович. Так, и Семен Луканцы. Очень приятно с вами. Я вот хочу немножко остановиться на том, что как я вот увидела Семена, когда я сидела в этом самолете с Питера, я возвращалась, и там на том журнале я увидела его, да, в смысле в журнале. И я там прочитала вот эту статью, и так удивилась, что у нас вот такой молодой человек, и это самое, я с этого времени уже потом
вот он уже сказал, что через Инстаграм, да, я его наблюдаю и восхищаюсь каждым разом. В общем, я очень рада, что у нас вот такой молодой человек, который представляет нашу республику, и, значит, у него восхитительные работы, он очень много работает. Да, я тоже сова, поэтому вот сегодня с удовольствием слушала и смотрела. И потом я знаю, что он, значит, занимается, вот как раз лагерь его я наблюдала, тоже хотела записаться в этом году, но, к сожалению, с этой пандемией у нас вот ничего не получилось, да. И потом это самое, я хотела насчет футболок спросить, как вот к этим футболкам вы прошли, да? И я вот наблюдаю, что вы общаетесь с нашей Айталиной Адамовой, она Афанасьева, да, она та самая жена моего троюродного брата, поэтому вот как бы, да, мы смотрим, и тоже вот творческие люди, они вот они так хорошо общаются, и вообще его работа, в общем, вот последняя, да, выставка в Нижнем Новгороде. Хотя я телевизор только новости смотрю, и вот по вечерам, когда вот перед сном я вот смотрю Инстаграм, и у меня, конечно, я ваша вот малой академии тоже, да, все время наблюдаю. К сожалению, очень поздно выходят сторисы, ну, сторис и так далее. Я бы хотела, чтобы они чуть пораньше ушли, да. И вот, Василий Климович, да, как раз про стерхов тоже было, да, очень хорошо. Ну, я потом, после этого эфира я смотрела, потому что я вот тоже интересуюсь стерхами. И у нас, я хочу именно вот в нашем поселке брендовать вот стерхов, потому что у нас пролетают стерхи, у нас территория самая большая в Татинском улусе, и Колмачепанда – это ресурсный резерват, и они останавливаются, да. Поэтому я вот с очень интересом смотрю ваши вот эти передачи, да, скажем, ваши встречи. Спасибо большое. Спасибо. И я бы еще хотела послушать Семена. Спасибо, Дарья Егоровна. Замечательно, что вы смотрите в такой поздний. Спасибо большое, да, Дарья Егоровна. Первый вопрос это по поводу футболок, да, было, по-моему. Футболки, как я пришел к футболкам? Это как раз-таки опять через обратную связь, через своих подписчиков. Они мне просто сами предложили: давайте вы будете какие-то свои работы, изображения, работы в таком формате распространять, продавать, и что мы бы с удовольствием бы это купили. Был спрос, и я как нашел людей, которые этим занимаются, и вот решил это сделать. И к моему удивлению, очень был большой действительно спрос, очень много людей заказали. Я, когда отсюда с Москвы ехал летом в Якутск, у меня было 3 чемодана, 2 чемодана из них набиты этими футболками. Поэтому я, конечно, очень рад, что такой большой, оказывается, есть интерес. Хотели осень, зима сделать толстовки, но пока вот из-за выставочного проекта не получилось. Но, возможно, думаю, весной мы это обязательно организуем и обязательно сделаем новые дизайны на толстовках, на других одеждах, да, более интересным тоже, интересными дизайнерскими решениями. Замечательно. Супер. Ну, мы, наверное, сейчас блиц-опрос, перейдем. У нас сегодня блиц-опрос Семену Лукаси, и это будет очень интересно, я считаю. У нас 2 вопроса, 2 варианта ответа. Вы выбираете тот, который вам ближе всего. Так, начинаем. Кто умнее, кошка или собака?
Ой, я обожаю собак. У меня в детстве очень много было собак. Я, конечно же, собаки. Я собак очень люблю. Чай или кофе? Кофе. Еда или сон? Тут, конечно, сложно. Кто? Еще раз вопрос. Еда или сон? Что лучше? Что вы выберете? Да. Что вам ближе? Еда. Утро или вечер? Вечер. Пельмени или шашлыки? Пельмени. Театр или кино? Театр, конечно же, тут даже. Лед или песок? Лед. Бег или плавание? Плавание. Я вот начал наконец ходить в бассейн и восстановил плавание в бассейне. Очень люблю плавать. Ну, это традиционный вопрос. Стив Джобс или Билл Гейтс? Стив Джобс выберу. Лучшее место на планете? Якутия. 3 величайших портретистов всех времен и народов. Можно и художников? Брюлов, Достоевский из писателей и Репин, Илья Репин. Ваша любимая фраза или цитата? Не помню, чья это была цитата. 95% труд и 5% таланта. И закрывающий, в чем смысл жизни одним словом? Любовь. Спасибо большое. И у нас спасибо, Семен, и слово Василий Климович. Да, спасибо большое, Семен Луканси. Мы получили истинное удовольствие, разговаривая с вами. И мне вот никто не даст соврать, но это было одно из самых таких приятнейших, эмоционально очень сильных бесед. И нам это очень понравилось, потому что вы самый такой честный, живой, искренний человек, который приходит даже вот через 1000 километров, которые нас разделяют, как по-настоящему реальный человек, да, который вот живет, чувствует, мыслит и делает все это по-настоящему, да, своими руками и добился всего сам лично. И вся вот эстетика успеха – это ваш труд, да, ваша работа, то, что вы делаете. И пусть все это будет продолжается, достигайте замечательных успехов, ездите везде, посмотрите весь мир и изображайте все это, передавайте нам, потому что нам очень нравится ваше видение мира, то, что вы рисуете, как вы это рисуете. И как человек именно истинной якутской такой культуры, увидев все это, вы нам даете настоящее видение того, что есть вокруг нас, какой он наш мир замечательный, вся наша планета, и никакие там болезни нас не остановят в любом случае. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо большое вам за приглашение, за эту беседу. Я очень рад тоже. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Да.